Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В гостинице «Руми» города Душанбе прошел 6-й форум женщин бассейна реки Каферниган. Важное событие, направленное на укрепление роли женщин в управлении водными ресурсами и охране окружающей среды. Мероприятие состоялось по инициативе Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и при поддержке международных партнеров. В гостинице «Руми» столицы прошел 6-й форум женщин бассейна реки Каферниган. Мероприятие, организованное Министерством энергетики и водных ресурсов при поддержке международных партнеров, в частности немецкого агентства по международному сотрудничеству ГИЦ. Цель форума – укрепить роль женщины и управления водными ресурсами, способствовать их участию в охране окружающей среды и продвижению устойчивого развития в регионе. В этом году в форуме приняли участие активные женщины из Душанбе и других регионов, представители государственных ведомств, а также гости из соседних стран. В ходе дискуссии обсуждались актуальные вопросы, связанные с влиянием изменения климата на доступность, качество водных ресурсов, внедрением современных практик устойчивого управления водными системами, а также ролью женщин в принятии решений и реализации экологических инициатив на уровне общин. Наша задача нашего форума, так как он женский, как можно больше привлекать женщин, девушек именно к проблемам водных ресурсов. Я как инженер-гидротехник, мы очень стараемся, чтобы на наш гидрофак поступало как можно больше девушек. Почему? Потому что и в министерствах, и в комитетах, и различных других организациях, которые занимаются водными проблемами, обязательно должны работать наши специалисты, девушки. И поэтому этот наш бассейновый женский форум призван к тому, чтобы женщина, которая больше работает именно с водой, именно бережливо относится к воде, к водным ресурсам, она была более профессиональна, более образована на сегодня, чтобы наша страна, которая и так имеет большие запасы водных ресурсов, запасы питьевой чистой воды. И однако именно наша страна, именно наш президент выступал с высокой трибуны ООН о бережном, эффективном использовании водных ресурсов. Особое внимание уделялось развитию зеленой экономики и интеграции гендерного подхода в управлении природными ресурсами. Участницы форума делились успешным опытом создания и реализации проектов, направленных на повышение осведомленности населения и улучшение экологической ситуации в бассейне реки Каферниган. Эксперты отметили, что женщины традиционно играют важную роль в рациональном использовании воды в быту и сельском хозяйстве, а также являются активными участниками природоохранных программ. В Национальном музее Таджикистана в рамках празднования Дня таджикского кино и 2-го Душанбенского международного кинофестиваля «Тоджи Сомон» состоялся международный форум, посвященный выдающемуся режиссеру Бахтиёру Худойназарову. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня таджикского кино и 2-го Душанбенского международного кинофестиваля «Тоджи Сомон». Форум под названием «Бахтиёр Худойназаров. Восточное кино с новой точки зрения» объединил известных деятелей искусства, киноиндустрии, композиторов, режиссеров и операторов из Таджикистана и зарубежных стран. С открытием форума выступил директор государственного учреждения «Тоджикфильм», который представил доклад о жизни и творческом наследии Бахтиёра Худойназарова, одного из самых ярких представителей современного таджикского кинематографа. В рамках мероприятия также была презентована новая книга «Лента памяти. Биография Бахтиёра», подготовленная государственным учреждением «Тоджикфильм» на таджикском и русском языках. В ходе форума было подчеркнуто, что в рамках 2-го международного кинофестиваля «Тоджи Сомон», который проходит с 15 по 20 октября, зрителям будет представлено более 40 фильмов из 15 стран мира. Следует отметить, что на участие в фестивале было подано свыше 300 заявок, из которых отобрано 160 фильмов из 16 стран. Программа включает конкурсные показы полнометражных и короткометражных художественных фильмов, киноконкурсные демонстрации, а также специальные показы классического кино. Международный кинофестиваль «Тоджи Сомон» проводится
проводится раз в 2 года и уже во второй раз проходит не только в Душанбе, но и в других городах и районах республики. Цель фестиваля – поддержка молодых талантов, продвижение национальных культурных ценностей, обмен профессиональным опытом, развитие совместных кинопроектов, а также популяризация туристического потенциала страны. Особое внимание уделяется достижениям эпохи независимости и стремительному развитию столицы города Душанбе как культурного и кинематографического центра страны. В Душанбе состоялся 5-й международный симпозиум фалака под названием «Фалак и государственная независимость. От возрождения до мирового признания», посвященный Дню независимости Таджикистана. Это событие собрало исследователей, деятелей культуры и музыкантов со всего мира, чтобы обсудить уникальное наследие таджикской музыкальной традиции фалак. Симпозиум стал местом, где участники обменялись знаниями и идеями о роли фалака в формировании национальной идентичности и его значении в контексте государственной независимости Таджикистана. Подробности в нашем сюжете. Восстановление национальных и духовных ценностей стало одним из ключевых направлений государственной политики. В этой связи в столице страны, городе Душанбе, прошел 5-й международный симпозиум «Фалак» под названием «Фалак и государственная независимость. От возрождения до мирового признания». Симпозиум прошел в Национальной библиотеке Таджикистана и собрал представителей государственных учреждений, исследователей, деятелей культуры, художников из различных стран. Основной целью данного научно-культурного форума стало обсуждение научных, исторических и художественных аспектов музыки фалака, а также его роли в укреплении национальной идентичности и представление таджикской культуры на международной арене. Участники мероприятия отметили, что именно в период государственной независимости, благодаря инициативе и поддержке лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, фалак был возрожден и достиг нового уровня развития. Важными шагами в этом направлении стали объявление Дня фалака, создание ансамблей и проведение научно-культурных мероприятий, что свидетельствует об особом внимании государства к этому уникальному культурному и духовному наследию. В Душанбе прошел финал ежегодного республиканского конкурса «Библиомарафон», который знаменуется под девизом «Лучшей книги в мире друга нет». Интеллектуальное состязание уже несколько лет проходит с участием учащихся общеобразовательных учреждений и читателей библиотек городов и районов страны. В этом году оно также прошло на высоком уровне. Подробности у моих коллег. Целью республиканского конкурса «Библиомарафона» является возрождение традиции книголюбия таджикского народа, привлечение молодого поколения любви к чтению, повышение уровня информационной культуры детей и подростков, а также воспитание подрастающего поколения в духе самосознания, патриотизма, уважения к наследию предков, национальным и всемирным ценностям. В этом году конкурс был организован Государственной детской библиотекой имени Мирсаида Миршакара. И следует отметить, что в процессе мероприятия активное участие приняли также участники из различных городов и районов страны. В конкурсе участвовали учащиеся образовательных учреждений и читатели библиотек, которые выполняли условия по установленному регламенту. Финал данного интеллектуального состязания прошел в Государственной детской библиотеке имени Мирсаида Миршакара, где и были определены победители. В заключительной церемонии присутствовали представители Министерства культуры Республики Таджикистан, деятели науки и искусства, победители, а также сотрудники библиотеки. Ответственные лица обсудили цели проведения мероприятия и отметили его важность для выявления новых лиц в данной сфере. Писатели также высказали свои мысли о значимости подобных инициатив для привлечения молодежи к чтению и к библиотекам. В торжественной обстановке победителям всех номинаций были вручены дипломы, денежные призы от организационного комитета. И завершением мероприятия стала яркая культурная программа, которая украсила финал библиомарафона под девизом «Лучшей книги в мире друга нет». А сейчас объявление для жителей района Сино.
В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на сетях водоснабжения с 23 часов 16 октября до 23 часов 17 октября 2025 года в ряде районов города Душанбе будет временно прекращена подача питьевой воды. Ограничения коснутся следующих улиц и микрорайонов района Сино: улицы 9, 11, 12, 13, 14 и 15А, 82, 83, 84, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 112, а также Махале, Заравшон-1 и Заравшон-2, Испечак-1 и Испечак-2, Мухандис, Мехробот, Хамадони, Навобот, Бунихисорак, Дехиболо, Шараф, Панджут, Обот-Корон, Буньот-Корон, Лучоп, Казокон-1 и Казокон-2, Муварон-Нах, Камонгарон, Шишхона, Якачинор и Хайотинау. Также временно будет приостановлена подача воды на улицах Зафар, Джавлибой, Гиждалабот и Бобо-Хамда. Жителей указанных улиц убедительно просим заблаговременно запастись водой. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.